Знаете, что я хочу сказать? Тогда я был народным депутатом республики. Я был свидетелем того, что происходило в нашей стране. Мы боролись политическим путем в парламенте. Было очень страшно, тяжело. Люди не верили правительству. Никому. Не было МВД, не было МБ, не было Минобороны. Таджикистан не имел армии тогда. Мы создавали в аэропорту Айни, называется так, поле, в пустом месте, в палатках Министерства обороны Таджикистана. Вот надо было завоевать доверие народа, во-первых, чтобы народ поверил. Пришлось мне принять клятву, что я готов отдать своей жизни ради мира, национального согласия и консолидации всего народа. Появилось какое-то ощущение, что народ как-то надеялся, как-то обратил лицо к главой государства, хотя тогда мне исполнилось только 40 лет. И этот вопрос, то, что мы разрешили, то, что мы добились, она не просто так после избрания Рахмонова воцарился мир, все это согласие, другое, третье. Нет. И вообще вопрос именно разрешения межтаджикского конфликта, мирного процесса в Таджикистане не имеет аналогов в мире. Практики Организации Объединенных Наций это уникален. Его изучают, и сейчас изучают. Если мы сейчас не будем идти на какие-то серьезные компромиссы, если не будет мир в Таджикистане, то не будет таджиков как такого нации, не будет Таджикистана как суверенного государства, не будет Таджикистана вообще в карте мира. Обращаясь такими именно обращением к народу и к оппозиции, и рисковал своей жизнью, летел в Кабул дважды. Кабул, в Кабуле шел война, стреляли ракетами, другое, третье. В Хасде летел на переговорах, в Хасде. Никто не гарантировал безопасность президента. Надо было рисковать. Надо было рисковать. Если не было бы риска, не было бы мы, наверное, не достигли бы сегодняшнего. Это именно мирный процесс в Таджикистане, она по себе имеет очень свою историю, и его надо изучать опыт именно мирного процесса в Таджикистане. Я думаю, что полезен это для мирового сообщества.